Я ездил за картинкой, чтобы представление было у вас, какой дом будет. Что, снизу пойдем или сверху? На каком этапе сейчас строительство? Ну, с того момента, как мы положили первый кирпич, это было 28 сентября, сейчас у нас уже половина третьего этажа готова. И я думаю, к середине ноября мы закроем полностью коробку. У нас останется по проекту эта крыша, и мы уже можем перейти к внутренней отделке и коммуникациям. Коммуникации на данный момент уже проведены все? Да, все тех условия, которые мы планировали, мы уже получили. Мы подготовили свою часть. У нас есть канализационный колодец, у нас есть водоснабжение в дом, у нас есть электрический узел. В принципе, нам осталось только это завести дом и подключить. У нас еще есть готов проект по газу. Здесь как бы обратная уже ситуация. Мы сначала исполняем газовые решения в доме, а потом, соответственно, они должны нас подключить. По крайней мере, нам так было сказано. И я надеюсь, так и будет. Поэтому мы и торопимся закончить как можно быстрее коробку. Почему такое исполнение и почему так все происходит? Значит, вот у нас уже первый этаж. Здесь мы можем видеть сформировавшееся уже помещение. На данном вот этой площади будут две квартиры. Квартиры по 45 квадратных метров. Каждая квартира будет иметь собственную планировку, ту, которую пожелает непосредственно наш партнер. На первом этаже? На первом этаже у нас получается 4 квартиры, площадь от 37 до 45 квадратных метров. Это было связано с тем, что изначально желающих участвовать в проекте было достаточно много, но финансовое бремя не могло позволить людям большими площадями распорядиться. Мы предлагали людям увеличить эти площади, вот как мы сделали на втором и третьем этаже. Но сейчас у нас кризис, и у людей не так много денег, чтобы себе позволить что-то большее. При условии того, что у нас очень демократичные и разумные цены. При строительстве мы используем классические технологии кирпич и сборный железобетон. Изначально мы хотели полностью кирпичный дом сделать, но так получилось, что погодные условия и те сроки, которые у меня в голове были, не позволяли сделать именно в этот сезон осенью, построить хороший каменный дом. Потому что, вот, допустим, за этот октябрь погода нас радовала своими неожиданными то дождь, то снег, то есть трижды нас засыпало снегом, трижды нас заливало после этого. И поэтому делать качественный кирпичный дом вот при таких погодных условиях, видите, кирпич сыреет, да, не представляется возможным. Поэтому мы решили упростить. Мы решили сделать каменный дом изнутри, а снаружи у нас по фасаду мы положим утеплитель минеральный, где-то 150 мм, и у нас будет вентилируемый фасад. То есть красивый фасад. У вентилируемого фасада гораздо больше возможностей по исполнению, по дизайну, и, соответственно, дом будет, я считаю, довольно-таки приличным снаружи. Третий этаж во всей красе, как он выглядит изначально. Район полностью заброшен. То есть в связи с своей индивидуальностью, можно сказать, где каждый житель предпочитает наводить порядок в своем дворе, совершенно не заботясь о том, что из себя представляет улица. Вы подъезжали сюда на Первомайскую, вот видели, я сегодня буквально хотел писать какое-то обращение по поводу «не чистят улицу». То есть вот, пожалуйста, Горнокаликова чистая, Первомайская не чистая. И вот каждая чистка улицы сопровождается вот именно каким-то таким ручным звонком. Нужно позвонить, нужно оставить заявку. Как будто я у себя где-то на даче что-то чищу. То есть, соответственно, если бы здесь были многоквартирные дома или были какие-то организации жильцов, я думаю, эти вопросы бы решались. И улица была приведена в порядок, и, соответственно, чистили бы ее регулярно. Вот не скажите, да, вот просто есть большой такой диссонанс. Вот там Первомайская, здесь Первомайская. Одна и та же улица, на которой находятся все крупные организации. Здесь же у нас рядышком Сыктывкарский аэропорт. Значит, у нас 10 квартир. Мы рассчитываем, что их будет 10. Возможно, их будет 9, потому что у нас еще люди решают финансовые вопросы объединения двух квартир в одну. Но, по крайней мере, мы по техническим подводкам, коммуникациям, по тому же отоплению, да, мы рассчитываем, что квартир будет 10. Отопление у нас будет полностью автономное.
то есть газовая. Мы ставим двухконтурные газовые котлы. Котлы будут, они небольшого размера, они будут размещаться в кухнях каждой из квартир. Соответственно, два контура позволят иметь отопление и горячее водоснабжение. То есть, соответственно, наш дом не будет оплачивать какими-то там другими методами теплоснабжения. У нас будет только непосредственно оплата за газ и за воду. Ну, еще возможно, опять же, этот вопрос открыт. Кто будет управлять домом в плане как бы уборки территории? Управляющая компания. Да, управляющая компания. Мы можем это делать сами, но получается, что это, наверное, будет дорого, потому что нужно специального человека содержать, да. Возможно, мы проведем какой-то конкурс и выберем одну из управляющих компаний, которая есть уже в городе существующая. Как стоимость квадратного метра изменилась по сравнению с изначальным? Ну, смотрите, в принципе, мы как считали изначально проект, так как к нему и подошли, мы так и идем в плане финансовой нагрузки. То есть денег хватает, даже денег остается в избытке, потому что на многие материалы, услуги, какие-то подрядные работы мы получаем очень хорошие скидки, благодаря, опять же, тому, что мы строим сообща. И каждый из жильцов, имея какие-то связи, да, или имея какие-то возможности, помогает нам, да. И поэтому стоимость за квадратный метр, она, в принципе, рентабельность не изменилась. Другое дело, что, исходя из того, что у нас очень много людей приходило, уходило, а площади, соответственно, оставались, вновь как бы прибывшим жильцам мы уже предлагаем более рыночные цены. То есть излишки этих же как бы средств пойдут на дальнейшее благоустройство дома. То есть потому что, опять же, некорректно перед теми жильцами, которые год назад поверили в эту идею, внесли эти деньги, то есть когда вообще еще ничего не было, ничего не было понятно, да. И тут приходит человек, который приходит и говорит: на все готово, и какие у вас интересные и хорошие цены. Поэтому мы чуть-чуть стараемся ограничивать. Все-таки можно как-то озвучить примерную стоимость квадратного метра? Сейчас мы вот продаем маленькие, не продаем, а предлагаем маленькие квартиры по 40 тысяч за квадратный метр. Все равно это очень дешево. Ну, у нас еще нет третьего этажа. Как только у нас появится крыша, вот риэлторы уже ходят вокруг и предлагают уже свои услуги. А сейчас мы ведь не только о себе заботимся, мы заботимся и о жителях ближайших районов. То есть по тому же газу, да, этого газа еще никому не подключили. Мы будем первыми. Если мы будем первыми, соответственно, и за нами пойдут все остальные. Потому что их сейчас не подключают по каким-то вообще непонятным причинам, необоснованным. Тянут с проектами. Монополисты есть монополисты. Ну, а у нас, в принципе, многоквартирный дом, соответственно, и к нам требования другие, отношения к другому. Соответственно, мы можем где-то, когда-то с кем-то и на кого-то надавить и, соответственно, получить результат. Что, соответственно, не могут некоторые частные домовладельцы. Надавить, естественно, официальными методами. Естественно. То есть мы обязательно, раз в неделю мы общаемся со всеми монополистами. Вот по тому же водоканалу, хочу сказать, нас 2 месяца только подключали к воде, да. То есть, а это сложно, учитывая, что нам надо строить, нам нужен раствор, вода нужна была постоянно. Если бы не погодные условия, когда у нас дождь, мы набирали баки, то есть практически из дождевой воды мы этот дом строили. Вот. И, соответственно, благодаря погоде что-то получилось. И вот сейчас нам наконец подключили воду, причем мы оплатили все это уже давно, это еще было летом. То же самое по газу. Это с чем можно связать такие задержки? А с бюрократией, вот именно бюрократией монополистов, то есть там очень костные такие структуры, состоящие из многих отделов. Каждый отдел ни за что не отвечает сообща, а каждый отвечает только за то, что он должен делать. И вот надо ходить к каждому, приглашать, тянуть за ручки этого, здороваться с ними и говорить: а что же, когда же, в конце концов. То есть строительство дома — это не только непосредственно строительство, но и хождение по кабинетам и так далее, бумаги. Из вот этой годовой эпопеи строительство дома заняло у меня 2 месяца. А хождение по кабинетам? Остальные 10 месяцев. То есть вот это, так сказать, показатель. Это показатель, и я думаю, это даже не очень плохой показатель, потому что есть прецеденты. Вот у меня тоже там юрист, он получил разрешение, хотя мы вместе начинали, получил разрешение на строительство только буквально полмесяца назад. То есть, а ему еще предстоит строить.